Искусственный интеллект поможет оформить госуслугу. На новую платформу до конца марта будет переведено 20 из них, а до конца года уже более 100. Обсудим подробнее обновление приложения госуслуг вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Динар Шарафудинов, заместитель министра цифрового развития Госуправления Республики Башкортостан. Динар Данилович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, с чем связано обновление, чего хотим добиться и как будет проходить весь процесс? Ну, предпосылками для обновления платформы или информационной системы, да, федеральной, на котором оказываются все наши госуслуги, является то, что вот прошлый год показал, что, ну, во-первых, активность граждан в использовании электронных сервисов, электронных услуг очень сильно возросла. Соответственно, этот вызов позволяет сделать выводы, и, соответственно, платформу надо обновлять и готовить ее к более активному использованию граждан услугами. Да? Исходя из этого идет обновление всей платформы, всей экосистемы, связанной с оказанием госуслуг. Соответственно, также второй вывод, который сделали за прошлый год, то, что услуги, которые, если раньше пользовались популярностью в традиционном виде, сейчас они более активно востребованы гражданами уже в электронном виде. Соответственно, есть предпосылки похожие услуги тоже переводить в электронный вид, соответственно, количество услуг растет. 20 до конца марта. В перечень что туда входит? Это так называемые массовые социально значимые услуги. Подвели итоги активности услуг, активности заявок на услуги, исходя из того, что по всем субъектам Российской Федерации услуги были отобраны по принципу 100 тысяч заявлений за год. Выявили вот эти все услуги массово социально значимые. То есть те услуги, которые очень популярны у граждан, и те услуги, которые важны для граждан. Их отобрали, и их сейчас первым этапом это 20 услуг, до конца года это порядка 100 услуг региональных, а всего по стране это 169 услуг. Но количество услуг будет корректироваться, исходя из того, что статистику еще продолжают обновлять, считать. И есть еще такой момент, что, например, с одной услугой связана другая услуга. Ну, например, взять стройку или землю. Соответственно, перечень услуг будет расширяться и количество будет расти. Ну, то есть основная цель – это сделать удобнее для пользователей. Да, да. И безопаснее. Давайте поговорим про гипербезопасность и искусственный интеллект. Правда ли, что вы получаете отклики, когда люди действительно высказывают опасения, что это может быть небезопасно, да? И вот можете ли вы развенчать эти мифы, либо подтвердить? Ну да, к сожалению, информационный фон, который отрицательный, так скажем, информационный, который присутствует в сетях, в интернете, да, позволяет граждан, вывести из состояния покоя, так скажем, и они начинают тревожиться по поводу того, что их данные куда-то могут уйти или их данные могут попасть в руки злоумышленников. На самом деле, могу в оправдании сказать, что все государственные системы, особенно системы, которые связаны с оказанием госуслуг, они очень сильно защищены. Я бы сказал, даже они перезащищены, потому что иногда эта защита даже мешает сделать услугу более гибкой для населения, более удобной для населения, доступной. Соответственно, исходя из этого, могу сказать, что опасения граждан по поводу того, что искусственный интеллект или машина начнет принимать решения, исходя из заданных алгоритмов или исходя из того, что ее обучили правильно отбирать, сортировать, делать какие-то выводы, решения принимать. Ну и данные граждан, которые при этом используются, они очень надежно защищены. И когда мы видим обращение граждан к нам по поводу того, что не хотим мы, чтобы вы нашими сведениями пользовались, удалите наши сведения. Я считаю, это перебор немножко, потому что данные на самом деле в части оказания госуслуг, они очень надежно защищены. Здесь бы я, наоборот, хотел бы граждан призвать к тому, что данные, они чаще утекают через соцсети или через то, что мы пользуемся какими-то сервисами, коммерческих структур и так далее, пользуемся неосознанно или пользуемся неподготовленными. Надо делать выводы, исходя из этого, и прокачивать свои компетенции именно в части использования каких-то внешних сервисов. А государство всегда старается обезопасить данные граждан, потому что на то есть нормативы,
Ну и надо сказать, что над нами есть еще регуляторы, которые постоянно на эти темы нас проверяют. Соответственно, тут вот все надежно и все под замком. Динар Данилович, а насколько популярны вообще портал и приложение госуслуг в Башкортостане, вот если говорить про цифры? Ну, если говорить про цифры, у нас больше половины населения зарегистрировано на госуслугах. К сожалению, пока активно там где-то половина только населения Республики Башкортостан, но это еще связано с такими факторами, как там интернет или доступность интернета, да, связано еще с тем, что у людей определенных возрастов, категорий нет соответствующих компетенций, но чтобы использовать какие-то цифровые ресурсы, цифровые инструменты, да, сайты и так далее, мобильные приложения. Ну, еще, наверное, связано с тем, что не у всех есть устройство, так скажем, да, там смартфон или там ноутбук, который позволяет заявиться по услуге. Но я вот сейчас постарался как бы ранжировать по мере того, как бы убывает. Соответственно, если люди повысят свою компетенцию, у них появится доверие ко всем этим ресурсам, они начнут активнее ходить через электронные ресурсы, через электронные сайты за услугами, а не толпиться там в очередь где-нибудь в ведомстве, причем там какие-то странные истории могут происходить, да, когда туда идешь. Ну и там в МФЦ или еще где-нибудь, опять же, подвергая себя какой-то там, опасности или риску. Проще всего прийти на портал. Возвращаясь к вашему вопросу, наверное, надо еще сказать, что есть вот, опять же, в республике услуги, которые очень популярны. Мы мониторим их качество оказания услуг. Руководство республики очень внимание большое уделяет этим услугам. Ну и, соответственно, опять же, сделая выводы, ретро-выводы, так скажем, да, по прошлому периоду, мы каждый раз обновляем тоже перечень. Вот на этот год у нас большие планы. Одним из вот амбициозных наших планов на этот год является, например, то, что мы планируем услуги строительства земли и имущества объединить в некий такой суперсервис. Я называю это его смарт-сервис, умный сервис, когда, например, застройщику или гражданину, который проживает там в сельской местности, удобно подается услуга с элементами проактивности. Ну, то есть сейчас человеку, гражданину, приходится там самому изучать, приходить куда-то там, читать что-то, изучать материалы, там, чтобы получить услугу, там, например, связанную с участком или с переоформлением, или с перепланировкой там, дома или квартиры. Да. Мы же сейчас разрабатываем сервисы. Я вот у Лаберсата мы в марте запустим сайт, который будет привязан к госуслугам и в котором мы реализуем сценарий под определенные жизненные ситуации, связанные с землей, стройкой и с имуществом. Чтобы человеку просто сайт задавал вопросы, а он на конце получил то, что ему нужно, а не так, что он там портянки эти с нормативами читает, а потом не знает, куда идти и что с этим делать. Ну, будем ждать вот этого сайта и этих обновлений. Если говорить про в целом цифровизацию, то как вы понимаете, как она идет у нас в республике, да, и с какой скоростью? Ну, тут надо, наверное, начать с того, что наверху у нас есть указ Владимира Владимировича Путина о таких амбициозных целях, которые заложены указом 474. Соответственно, исходя из него, сейчас определены критерии развития отраслей или направлений деятельности органов власти. Если по-простому и спустить уже на региональный уровень, в общем, у нас есть 5 показателей, 5 направлений, по которым мы в этом году будем активно работать, уже работаем. Так называемая цифровая зрелость определенных отраслей. Это образование, здравоохранение, госуправление, транспорт и ЖКХ, городская среда. Соответственно, по этим направлениям уже мы для себя сформулировали мероприятия, которые связаны именно с взаимодействием государства с населением. И мероприятия, связанные с тем, что как можно больше услуг взаимодействий, они должны оформляться в электронном виде, чтобы оставался цифровой след, чтобы можно было, если что, там поднять документы, поднять историю там взаимодействия, да, и, соответственно, навести порядок, так скажем. Ну и второе ключевое здесь, что, опять же, делаем все удобным, все быстрым, потому что в цифровом виде это быстрее можно сделать.
в цифровом виде это можно копить, хранить историю всю. Ну и в каком-то личном кабинете, неважно, там мобильное приложение, сайт, там личный кабинет, еще что-то, предоставлять все документы, все результаты, все статусы, все взаимодействие с государством непосредственно гражданину, и у него перед глазами вот в устройстве вся его история взаимодействия с гражданами. Если сравнивать Башкортостан с другими российскими регионами, то насколько вот наши позиции, как вы оцениваете? Ну, в этой части? Есть отдельные направления, в которых мы преуспели, например, здравоохранение. Ну вот если коротко, Динар Данилович, время. Кратко, в части здравоохранения мы очень большие лидеры, в части образования мы лидеры, в части оказания госуслуг в целом мы тоже в лидерах. Есть, конечно, моменты, которые нужно подтянуть. В целом вот направление. Надо сделать сейчас акценты, я считаю, на ЖКХ, на транспорте, на дорожной отрасли. Ну и у нас сейчас очень активная позиция по части сельского хозяйства. Здесь мы тоже лидеры, и очень большие амбициозные планы у нас совместно с Минсельхозом достичь там больших результатов. И все это мы обязательно обсудим в одном из следующих интервью. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам на программу. Спасибо. Спасибо. Гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был заместитель министра цифрового развития Госуправления Республики Башкортостан Динар Шарафудинов, и мы говорили об обновлении госуслуг. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.